Институт культуры и искусства – это новая структура в составе университета, которая образовалась из соединений факультета искусств. Он существует у нас уже 14 лет, его хорошо знают. И кафедра культурологии и педагогической антропологии, которая была в пединституте. Мы проводим обучение по большому количеству программ, образовательных программ, среди которых есть две старейших. Это дизайн, а мы теперь готовим в области дизайна среды. Выпускаем специалистов в области дизайна интерьера, экстерьера, частных помещений и так далее. Второе направление очень у нас устоявшееся и такое прочное – это народная художественная культура. Оно связано с изучением ремесел, с работой в материале. В связи с этим, наверное, самые главные направления, в которых у нас работают студенты, это художественная керамика с очень хорошей базой материальной, это художественный текстиль, куда входит много чего, там и гобелен, и батик горячий и холодный, и трикотаж, и лоскутное шитье, и ряд других вещей, и художественное дерево. Кроме того, еще важны такие направления, как народный костюм и народная игрушка. Вот это основной блок, из которого собирается данная программа. В этом году мы набираем на очень интересную программу графика. Это специальность. Профиль или специализация – это художественная анимация и компьютерная графика. Обучение 6 лет. Стоящая полная специальность, очень дефицитная, очень актуальная. Очень надеемся, что придут к нам люди, которые захотят быть хорошими специалистами, а мы им поможем в этом. Еще одно направление – это библиотечная информационная деятельность. Мы знаем, что республике требуются кадры в этом направлении, и готовим. Мы ведем уже дневное отделение и теперь набираем заочное отделение. А заочное отделение должно обеспечивать кадрами прежде всего районы. Мы считаем, что это важнейшая культурная наша миссия. В общем, в запасе у нас есть что показать, есть будущее, есть перспектива. А мы сейчас с вами находимся в классе проектирования, где работают в основном старшекурсники. И здесь мы делаем чаще всего курсовые и дипломные проекты. Вот сейчас мы с вами смотрим почти в полном составе работу по теме, которая нам была заказана в одном из интересных районов республики. Мы там проектировали культурный центр, пытаясь старые русские традиции таким образом возродить. Мы думали, что там будет собираться интеллигенция, творческая интеллигенция, люди, думающие, с идеями, и будут обсуждаться состояние культуры, искусства на сегодня. Вот вам нравится? Да, очень интересная работа, и мне хотелось бы узнать, что студенты, получается, могут получить какой-то заказ от какой-то компании и выполнить его? Да, конечно. И, например, студенты могут за это получить какое-то вознаграждение, зарплату? Конечно. В Институте культуры и искусства ведется направление по специальности и по направлению бакалавриата культурологии. У нас несколько магистерских программ, связанных с культурологией, и несколько программ бакалавриата. Это педагогическая культурология, то есть культурологическое образование, которое мы соединили со вторым профилем обществоведческое образование именно в расчете на школу. Выпускник может преподавать МХК, и сейчас по новым стандартам существующая довольно большая предметная область искусства, которая предполагает тоже изучение художественной культуры в разных аспектах. Обществоведение – это понятно, обществознание – это то, что в школе изучается. Кроме того, у нас есть культурология, которая
Вот, существуют сейчас у нас бакалавры, так называемые гуманитарные, то есть не входящие в педагогические профили. И два профиля мы сейчас реализуем. Это управление в социокультурной сфере, и второе – это культура массовых коммуникаций. Ну, названия говорят сами за себя. Это управление сферой культуры, то есть это различного рода государственные учреждения, и, во-вторых, и муниципальные учреждения. Ну, а культура массовых коммуникаций – это культура СМИ, и мы там изучаем, помимо истории, теории, журналистики, еще и практические методы, технологии создания текстов в СМИ. Вот. Ну, что касается педагогической культурологии, культурологического образования, то мы в процессе нашего обучения, преподавания не делаем разницы между культурологами гуманитарными и педагогическими. Вообще мы считаем на нашей кафедре, давно уже пришли к выводу, что педагогическое образование – это классическое образование плюс педагогические знания и технологии, но никак не классическое минус что-то. Да? Педагог должен быть высоко квалифицированным специалистом. И наши выпускники могут работать, ну, помимо, собственно, образовательных учреждений, естественно, в музеях, ну, в готовящихся различных туристических объектах, в частности, в театре, в комплексе Ибица и в этнопарке, мы как-то ориентируем их на эту деятельность. Практику они проходят в учреждениях культуры города Сыктывкара. И вот я считаю, что достаточно широкие сферы применения вот наших специалистов могут быть и открывают, на мой взгляд, очень хорошие перспективы. Но я считаю, что культурология – это наука, это новая наука относительно, ну, такая же новая, как социология и политология, появилась достаточно поздно, но, тем не менее, быстро завоевала себе нишу, пространство вот в сфере гуманитарного знания, не только гуманитарного знания. Но я очень хотела бы, чтобы наши ряды пополнились новыми культурологами. Мы находимся в учебной аудитории, в лаборатории, даже лучше будет так сказать. Вообще ежегодно наши студенты-дизайнеры проходят практику производственную, преддипломную, но начинают они проходить с учебной, так называемой учебной практики. Да. И в рамках учебной практики вот настоящие студенты, окончившие второй курс, ремонтируют аудиторию. То есть не только в этом заключается, конечно, их практика, но отчасти они посвятили некоторое количество времени и ремонту своей собственной аудитории. Той аудитории, которой они будут заниматься в течение всего следующего года. И для того, чтобы организовать такую приятную атмосферу для творческого проектирования, дизайн-проектирования, в общем, в настоящий момент они и трудятся над созданием такой комфортной среды, поскольку они дизайнеры-средовики. То есть может какая-то группа студентов выбрать определенный кабинет и изменить его внешний вид? Нет, кабинеты мы распределяем, ну, как правило... Как классный кабинет. Да, это как классный кабинет, вот в школе за каждым классом закреплен определенный кабинет. Точно так же в нашем случае аналогичная ситуация. Закрепляется за группой студентов кабинет, который они стараются облагородить дизайнерскими средствами. Новое направление, которое открыто в университете, это библиотечная информационная деятельность. Набор мы осуществляем второй год. Если в прошлом году мы набирали студентов очного направления, в этом году у нас планируется набор заочников. По сути, мы впервые набираем студентов этого направления, и, конечно же, мы надеемся, что студенты, которые получат образование по этому направлению, они станут таким новым квалифицированным составом для сотрудников, для библиотек разного уровня. И в основном, конечно же, заочники, которые к нам поступают, это люди, которые уже, возможно, получили образование в колледже культуры, те, которые работают в библиотеках города Сыктывкара, Республики Коми, но не имеют профильного образования, поэтому вот мы надеемся, что это будут люди, уже заинтересованные в получении данной профессии. Дисциплины, которые будут вестись на этом направлении, это библиотековедение, библиотечный фонд, библиотечная информационная деятельность, основы информационной культуры, история книги, работа с редкой рукописной книгой. Ну и вот если посмотреть на те курсы, которые предлагает университет, мы увидим, что, конечно, университет уже будет готовить специалиста нового уровня, который хорошо владеет информационными технологиями, который готов по-новому повернуть работу библиотеки и
предложить новые подходы в обслуживании читателей. Я в позапрошлом году окончила 38-ю школу и сейчас буду поступать, уже поступила, сдала вступительные экзамены в главный университет нашей республики на факультет искусств. Я с детства увлекалась рисованием, и позже я поступила в художественную школу, и поэтому у меня уже не было другого выбора, как пойти на дизайн, потому что это была самая перспективная для меня профессия.